Президент России Владимир Путин прибыл в Якутию. Здесь он примет участие в обсуждении проблем развития Дальнего Востока и даст старт строительству газопровода «Сила Сибири», самого масштабного энергетического проекта России и Китая. Подробнее Влад Давыдов. В мае этого года, как мы помним, российская компания «Газпром» и китайская компания CNPC подписали в Шанхае крупный договор на экспорт российского газа в Китай. Общая цена контракта – $400 миллиардов. Так, начиная с 2018 года, в Китай планируется поставлять 38 миллиардов кубометров газа в год с месторождений Якутии и Иркутской области в течение ближайших 30 лет. В этой связи на Дальнем Востоке будет построен магистральный газопровод «Сила Сибири». Будут построены заводы по производству гелия, газохимии, новая инфраструктура, не только газовая инфраструктура, но и дорожная, энергетическая инфраструктура. Созданы тысячи современных высокотехнологичных рабочих мест. Хочу подчеркнуть, уважаемые коллеги, это будет самая крупная стройка в мире, без всякого преувеличения. Газопровод «Сила Сибири» должен стать общей газотранспортной системой для Иркутского и Якутского центров газодобычи. На первом этапе будет построен магистральный газопровод Якутия-Хабаровск-Владивосток. На втором Иркутский центр будет соединен газопроводом с Якутским. Общая протяженность газопровода составит около 4000 километров. Напомним, что благодаря настойчивой политике Егора Борисова по повышению качества жизни якутян линия газопровода пройдет по южным районам республики. Это позволит с наименьшими затратами газифицировать поселки и улучшить их инфраструктуру. Ввод в эксплуатацию первой части «Силы Сибири» намечен на 2017 год. Нас волновал, и людей волновал маршрут, по какому маршруту будет строиться газопровод. И, конечно, из уст Алексея Борисовича мы сегодня услышали. Я думаю, народ останется доволен. Это северный маршрут, который решит не только проблемы поставки газа, но и при этом наши социальные вопросы. Здесь защищена природа сама по себе. Поэтому это очень большое такое решение, значимое для жителей республики. Поэтому я горжусь, что мы приняли именно такое решение. А по словам сенатора Совета Федерации Вячеслава Штырова, когда в 2017 году «Сила Сибири» будет достроена и пойдет газ, республика вообще может стать бездотационной. Уровень собственных налоговых поступлений вырастет настолько, что можно будет с легкостью выполнять все социальные обязательства и при этом вкладываться в развитие. Вклад в бюджет республики колоссальный. Значит, сегодня, несмотря на все усилия, которые мы предпринимали, и динамичном таком развитии республики, все-таки мы остаемся дотационным регионом. Газовая промышленность – это ключ к тому, чтобы республика стала самодостаточным в финансовом отношении регионов. Нам больше не будет требоваться помощь федерального центра, потому что газовая промышленность втрое превзойдет алмазную по поступлениям в бюджет республики Саха-Якутия. Поэтому это касается каждого якутянина. Отметим, что на Чаиндинском месторождении природному газу сопутствуют большие запасы гелия, необходимого для многих отраслей промышленности. По инициативе нашего президента Егора Афанасьевича Борисова было дано поручение Министерства промышленности и торговли Российской Федерации о разработке концепции развития гелиевой промышленности Российской Федерации. То есть на базе якутского месторождения, чаиндинского месторождения. По сути, мы говорим о начале формирования совершенно новой отрасли в Российской Федерации, которая будет связана с высокотехнологичной продукцией, а как раз гелий используется сегодня очень активно в высоких технологиях, в космических технологиях. Как раз это зарождение новой отрасли фактически связано с освоением чаиндинского месторождения и месторождений на западе Якутии. Ориентировочная стоимость строительства магистрального газопровода «Сила Сибири» – 770 миллиардов рублей, в том числе инвестиции на территории республики – 283 миллиарда рублей. Сегодня вечером в Якутске в местности Юсхатынь пройдет церемония, посвященная соединению первого звена газопровода. Участие примут глава страны Владимир Путин, вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли, который прибыл в столицу накануне, руководитель республики Егор Борисов и другие высокопоставленные гости.
области. Все подробности в вечерних выпусках нашей программы в 19:00 и в 20:30. Влад Давыдов, НВК «Саха», Якутск.